С нового года женщины могут работать водителями самосвалов и фур, трактористами, матросами, шкиперами и боцманами, а также машинистами электричек. Также им стали доступны многие профессии на предприятиях тяжелой промышленности и сложных производствах. Однако недоступной для женщин по-прежнему остается тяжелая строительная техника – бульдозеры, экскаваторы, автогрейдеры. Ранее Минтруд отмечал, что главными критериями в ходе актуализации соответствующего перечня стали факторы, представляющие опасность для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения, а также имеющие отдаленные последствия. При этом документ исключает произвольное ограничение использования труда женщин на работах, что гарантирует их права на справедливые условия труда. Депутаты внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. В пояснительной записке к инициативе говорится, что документ направлен на восстановление механизма индексации и выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, который приостановили с 2016 года. Указывается, что число работающих пенсионеров составляет 7 миллионов 300 тысяч человек, а средняя пенсия – 16,5 тысяч рублей. Отсутствие индексации и выплаты пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, отмечают парламентарии. По их данным, реализация документа потребует дополнительных расходов Пенсионного фонда России в этом году в размере почти 71 миллиарда рублей. Правительство России одобрило выделение 5 миллиардов рублей на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Ожидается, что реализация проекта распоряжения позволит обеспечить доступность воздушных перевозок на Дальний Восток и в обратном направлении для граждан, проживающих в Дальневосточном федеральном округе. Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Кабмина сообщал, что жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по специальному сниженному тарифу. Цена билета на самолет для дальневосточников составит от 8 до чуть более 10 тысяч рублей, уточнил он, заметив, что это позволит большему числу людей воспользоваться возможностью льготных авиаперевозок. В прошлом году такие билеты приобрели более 500 тысяч человек. По оценке Мишустина, благодаря новым субсидиям эту возможность получат еще не менее 450 тысяч человек. Таким образом, количество пассажиров, летающих по льготным тарифам, практически удвоится, резюмировал председатель правительства. Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов. Доля одобренных заявок в 2020 году стала минимальной за последние 3 года. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, в 2020 году российские банки одобрили только 33,9% от общего числа поданных заявок. Больше всего отказов граждане получили по автокредитам. 62% заявок банки удовлетворить отказались. Кроме того, сократился и уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт до 31,2%. Отмечается, что снижение обусловлено в первую очередь кризисом и пандемией. За последние полгода платежеспособность населения упала до критического минимума. При этом исключением стала ипотека. 71,3% из тех, кто обратился за ссудами на жилье, их получили. Это в первую очередь связано с программами господдержки. Минстрой предложил усовершенствовать проектное финансирование строительства жилья, в том числе распространить такое финансирование на индивидуальное жилищное строительство, арендные дома и жилищно-строительные кооперативы. Речь идет о введении эскроу-счетов для малоэтажного строительства с привлечением застройщиков. Средний размер частного дома составил в 2019 году 139 квадратных метров. При этом стоимость 1 квадратного метра дома оказалась ниже стоимости 1 квадратного метра квартиры в 1,5-2 раза, отмечено в проекте «Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года». Участники рынка полагают, что распространение проектного финансирования на малоэтажную застройку увеличит доступность жилья.